Знаешь, чем прекрасна наша республика? Чем? Что мы граничим с другой республикой очень талантливой. С какой? Татарстан. Ну. Да, и постоянно мы обмениваемся не только информацией, да, не только меряемся шапками, кто больше чего, но еще талантливыми людьми обмениваемся. У нас постоянный взаимный поток. В нашей программе всегда. Что? Мы всегда говорим, вот мы граничим с одной республикой. И всегда приглашаем людей из этой республики. А где удмурты? А где Оренбургская область? Оренбургская область, где? Челябинская, Магнитогорская. Это одна и та же область. Да. Да. Ну, не Но, знаем. Ладно, приглашаем. Во-первых, у них нет татар-жиры, ни в одной из с тобой перечисленных республик, да? Только в Татарстане она имеется. И во-вторых, у них нет башкиртера. Вот. И нету лингвистического совпадения языков. И нет лингвистического совпадения языков, и нету Айдара Галимова и Венгрей, которые кочуют все время туда, и бабки там и там зарабатывают и не делятся. Это уже что-то из личного, Да. простите, пожалуйста. Ну, все, ты Давай, готов? подбурные аплодисменты. Представь, пожалуйста, звезду, которую посетили Давай. сегодня наш У нас сегодня в скромный уголок. гостях спортсменка, комсомолка и просто красавица Ильсия Бадридинова. Давай аплодисментируем. Да. Ильсия Бадридинова, проходите к нам, заходите. Присаживайтесь. Вот, сейчас, подождите. Все аккуратно, у нас, да, специально подготовлено для вас. Все. Да, Ой, всё. спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дорога? Я вчера была... Вы на вертолетах, наверное, Нет, летаете, нет, нет? нет. Я вчера ставила сольный концерт в Изнакаево. Потом я ехала всю ночь. А сегодня утром я уже была в эфире. И теперь к вам. Тоже. И где у нас концерты ожидаются? Концерты ожидаются и в Уфе, и в Башкирии, в общем. То есть В будет общем, турне по Башкирии? Я завтра еще в Сургут. Потом... Все в Сургут. А Ришат Тухватуллин Потом- Пиджол, говорит, тоже Сургут не вылезает оттуда. Все не вылезают из Сургута. Почему? Потому что деньги. Да? А, глаза заблестели? Нет, нет. Нет. Не, Это благодарный зритель. подождите, мы же в эфире, надо говорить. Потому что мы хотим показать свое творчество народу любимому. Любимому, который уехал туда зарабатывать деньги и некуда тратить их. Вот. Нельзя, мы не должны А, мы говорить, не что мы должны. поехали деньги зарабатывать. Вот, мы Во-первых, же в все эфире. концерты Ильси бесплатные. Нет, мы Нет. все знаем, что нет, но мы не должны говорить. Мы не должны никому рассказывать, Да. что мы зарабатываем Да. деньги. Это, кстати, ничего в этом плохого нет. Ну, Не, нет. на самом деле это Все сложный труд. работают. На самом деле на хлебе и воде порой приходится в гастроле. Я же знаю. Да, конечно, злые продюсеры. Вон, никто не видит, злой продюсер за камерами сидит и говорит, что сказать, Ильси. Давай. Он там говорит, давайте поменьше об этом Давай разговаривать. поменьше. Он же, видишь, Айфон свой спрятал, говорит, давайте Айда поменьше. поговорите со мной, Поменьше а. об этом разговаривать. А, Давайте. Да. В общем, у нас сегодня человек, я тебе тайну раскрою. Так. Не дуть, конечно, но цель у человека такая же. В общем, Дудь хочет интервью у Земфиры взять, а я знаю, что Илья с Земфирой хочет спеть. Да, Да? давно, кстати. А, Письма были написаны ей? Нет, Так, Просто а это как такая- говорят просто же- хочу и все. не, а какую песню? Вот просто Да, есть интересно. вот, или татарскую все-таки. Я не думаю, если честно. А может, Она нужно- мне нравится как человек. Надо же детализировать. Даже, вы мечту. знаете, нет, даже не то, как она поет, наверное, но как она смотрит на мир, и она, в общем, как личность. Тогда вы неправильно желание загадываете. Хочу поговорить с Земфирой. Может быть. Да? Вот же. Посидеть в гараже, например. Посидеть в гараже Час Земфиры. полтора пообщаться. Да, вот вчетвером вообще бы классно Вчетвером было. был бы огонь сейчас, Вообще если- бы, да. Земфира... Ильсия, Земфира, Рустем, Дамир. Вот эта тусовка, я считаю, была бы у нас. Да, абсолютно согласен. У нас просто здесь мужики очень часто бывают. Мы когда вот девушек видим, у нас сразу и этот Немножко, да, неадекватно. стеснительно А еще теряемся. красивые, Не, когда не, приходят. нормально. Когда девушка вот вся пушистая, тогда, может быть, нет. Я третий ребенок, третья девочка в семье, я должна была быть мальчиком. Не совсем вышла, но чуть-чуть вышла. То есть характер? Поэтому, наверное. Да, То есть у меня нет подруг, у меня никогда не было подруг, я никогда не играла в куклы. Я платья начала носить вот после 30, потому что телевидение и все остальное. А так я вас понимаю. Была возможность кожаная косуха, джинсы, да? Но вот по так бы жизни я вас- такая, да. Да? Да. А почему? жизни А на такая. сцене? На сцене по-разному. Ну, а и вылезает внутренний мир на сцене? Ой, иногда? вылезает. Да? И вообще все время держу себя в руках. Так может не держать, баба. Не, нельзя, Нельзя? не поймут. Но, Тут столько дурей, не поймут. но вот, Не пойму. вот это, как говорится, дурь, она была одной из причин. Я изучал биографию немножко. Ой, как приятно. Немножко изучал биографию. Ответственный за биографию Я просто как гостей. человек, который тоже в свое время бросил учебное заведение,
Вот. Было ли вот эта внутренняя дурость, правильно даже, да, я сказал, причиной бросать училище искусств? Да, Да? наверное. Ну, а что вот не так? Что вот именно с творчеством какие-то Не, разногласия смотрите. Или просто хотелось Там дикой свободы? там все пошло с того, что мой учитель пения, скажем так, сейчас мы в очень хороших отношениях. А тогда? Ну, тогда я была студентом, и мне нельзя было вот такое и говорить. Он мне дает ноты татарской народной песни «Райхан» и говорит, вот учи. Я начинаю петь и по-своему. Он говорит, нет, давай по нотам. Вот тут мелизматика, вот так вот по нотам. Ну и сразу же протест в первый же день, потому что я народ, я частичка этого народа. И я То есть хочу первый петь день эту- начался протест, во второй вы день учебы ушли. я так- Через 2 месяца. через 2 месяца. Да, все это продолжалось. Ну, я хочу петь так, как я пою. Я частичка татарского народа, и я слышу эту песню по-своему. И это, мне кажется, не знаю, это такая глупость, там, по нотам петь татарскую народную Я песню. тоже считаю, вот у меня учительница по математике все время говорила, вот так, Рустам, Не, вот так математика будет это нормально. Я говорю, ну нет, я сам вижу вот так вот. Почему же вы из всё время- народа же, Я я- из народа, почему вы мучите меня? Не, ребят, не путайте. Вот смотрите, например, татарские народные песни, как они пишутся? Там сидит, например, пастух и поет то, что он видит. Лиса бежит, трава колышется и так далее, и так далее. И, блин, он никогда не думает, правильный ли он сейчас там ноту берет. А вот это вот какая октава? А вот тут вот там по теории музыки. Абсолютно это правильно сделали. Вообще. Правильно. Вот просто вот Учиться еще. вы знаете, вот как прет, так прет. Поэтому как бы от души и в души. А у вас был Поэтому момент, сохранилось. когда вам хотелось прийти и все афиши собрать свои и бросить в лицо своему педагогу? Меня курдингме, вот так вот не хотелось бы? Көппенің концертларым бар тегіле былай нет? Не, ну, начнем с того, что я удивлена, что люди ходят на мои концерты. А как это вообще вышло? Вы однажды просто... Вообще в Ильсея на ДК самом деле арендует ДК для того, чтобы самой попеть. И неожиданно туда приходят Люди начали и заходить. начинаются концерты. Причем я с гордостью могу сказать, что я никогда не хожу по организациям, по начальствам, как это сейчас принято, да, а у меня всегда открытые кассы. Всегда принципиально открытые кассы. Но я бы не пошла. Ну, то есть не бывает такого, Вы что, бы например, сами не пошли на саму себя? Я же не певица. Какой богатый внутренний мир у вас. Не, вот у меня, я дальше по биографии пошел. Дальше по Не, мы же биографии. договорились по адекватности. Да, Конечно, мы по конечно. адекватности здесь проигрываем 100%. Так. В общем, дальше биографии было что? Техническая специальность, правильно? Я модельер одежды и обуви. Ну, Да, технологический университет. технологический Да, университет, да, правильно. Да, да. Вот, а потом обратно вот возвращаться к этим истокам. Как вообще? Это просто бешеное желание петь или что это? Не, мы просто сидели с Салаватом Закиевичем за одним столом. Он профессор, он декан этого факультета, и он говорит, а почему ты не учишься по направлению все-таки по музыке? Я говорю, а разве можно? А надо ли? Уже 10 лет на эстраде, и надо ли? Ну, почему бы нет? И на следующий день я пошла учиться к нему. 5 лет отучилась. Он мой педагог. Я училась 5 лет, я его видела 3 раза. У меня такая же ситуация Поэтому, в университете, когда мне только щас- наоборот. Вот Вы учились у него, видели его 3 раза. Да, и поэтому, когда первый мне- раз он вам предложил, второй Да. раз он просто зашел, посмотрел, все ли И в нормально. 3-й раз за дипломом. Диплом. Во-первых, откровенность мне очень нравится, да? Честность Да. нравится. Это вот У нас приходят некоторые артисты и говорят, о, и строят, а тут нас открыто. приходят прям. некоторые артисты- Поэтому и уходит зритель, потому что открытый человек. Я так думаю. А? ну, Пусть уж ходит, а. У меня сыну 16 лет. Ему надо в институт машину Вообще, купить, еще да. квартиру Ну, я купить. это откровенно говорю. Вы потерпите, аратные, пожалуйста, еще чуть-чуть. Какая классная. как Такие почему- мамы везде. Вот почему больше лайков сыновья собирают. Потому что мамы такие дерзкие. мама А больше вообще вы любит. правы, что по статистике мужиков мало. Если 5 лет тому назад на одного мужика приходились 7 женщин, сейчас, по-моему, гораздо хуже. Да, все, ситуация. Гораздо хуже. Я просто боюсь, это статистика, но это реально так, ребят. У меня вопрос просто, где эти 9 одиноких женщин ходят? Они везде. Вот Вот где они или сейчас там на данный момент? репетнули, замуж сходили быстренько, там родили ребенка, или И вообще сидят. даже и не ходили. Блин, ребят, ну посмотрите вокруг. Я думаю, даже на телевидении тут вот 80% А кто свободных больше женщин. ходит на ваши концерты? Ой, все. Все? Много.
Ну, какой контингент? Больше мужчин, больше женщин, взрослые, молодежь? Просто Или- да, вот, Ну, например, не знаю, вот все. Смешно. И Все с маленьким... приходят? Я же уже 16 лет, я же уже старая. По сценическим меркам я уже не молодая, скажем. Вот. И есть пары, реально их много, которые знакомились у меня на концертах, теперь у них уже семьи, дети, они приходят, они вместе, короче, мы растем вместе, они с мамами, с папами. Очень такой широкий. Можно сказать, уже у вас генеалогическое древо. Да, да. Древо. Да. Древо. Древо. Вот, короче, мужиков мало, ребят. Мужиков мало. А хороших вообще мало. Ну, И вот так вот по гаражам раскидались и И сидят там. Один, сидят, вдвоем, и да. рассуждают, как артисты деньги зарабатывают. Такая классная у у нас нас сегодня приходил один гость, гость. Да. тоже из татарской эстрады, и у него мнение есть очень сильное, и мне кажется... Это просто- уже хорошо. Мнение- Пришел татарский артист, и у него есть мнение. Ну, там, как сказать, там убеждение, наверное, больше. Больше, да. Да. Что вот хороший певец, он поет в хорошую аппаратуру. Что только хорошая аппаратура может сделать хороший... Этот, Хорошую концерт. аппаратуру может петь кто угодно. Да, вот. Как человек, я сейчас не свои слова, я вас цитирую в первую очередь. Человек, который петь не умеет. У вас какое мнение по этому поводу? Можно петь в Под люб- хорошую аппаратуру может петь каждый. Аңладың ма? Если ты буду. смотришь нас, вот так А вот. он не смотрит нас, Он не смотрит. микрофон настраивает. Он в Сургуте в данный момент. Ему там не до этого сейчас. Вот. Ну, сейчас вот раньше, если взять, да, например, как в любом сельском ДК концерт мог сделаться. Приехала машина, вышли, попели без микрофонов, может Да. быть, даже где-то. Да, где-то на сенокосе. А сейчас это все больше такой на поток поставленный, маркетинговый. Все, ой, какие слова Как пошли. Вообще. Да. Самому Вот страшно. они умные где. Часто ли Он бывает, просто рядом с книгами сидит, там немножко ему в со затылок Он спины давит. готовился. со задувает. ему. спины давит немножко. Вот, и в наше время сейчас это все вот на поток поставлено. А есть ли вот эта вот душевность у татарских артистов? Просто сейчас посмотришь, один там микрофон ему хороший нужен, Другой щелку нужно вот эту другому красивую щелку сделать красивую обязательно. нужно сделать. Не, ребят, подождите, вы же умные мужики, но надо развиваться. Не можем же мы постоянно там в каких-то ячейках, в тюбетейках ходить петь под баян. Вот, Это вот, же, это же правильно, развитие, это же правильно. гордиться надо. Не спорить. Мы не к этому, спорить. кстати, и ведем всех Да. артистов, кто А с нами есть ли разговаривает. вот такой слой еще существует ли для простых... Староверы. Староверы, да. Эстрадные староверы. Смотрите, мы сейчас очень больную тему поднимаем. У нас, к сожалению, те, которые очень хорошо поют, и без аппаратуры, и без микрофонов, они сидят дома. Вот. Потому что нашему народу это неинтересно. Нужно... Конечно, шоу нужно. Шоу, платья нужны, светомузыка нужна. Даже не слова, не смысл, ни песни, ни Картинка. мелодия. Ну да, Пришел, отдохнул, мозг отключился. кайф киреки. Кайф, кайф, Да. кайф. Вот так и живем. А какой технический райдер у вас? У меня, Да. мне бы желательно зеркало, хотя бы маленькое какое-нибудь. Вообще. Хотя нет, у меня у самой есть зеркало. Вешалку я могу сама прибить, я уже много раз так делала. Мне ничего не надо, Мне просто ничего не надо. соберите народ, приеду, спою. Зачем их собирать, они сами приходят. Они сами... Вообще гениально, просто... Да, хожу. У меня только два вида бывает: поперло, не поперло. А были концерты, когда не поперло? Ну, конечно, легко. Но не поперло это что? Вот, ну, Не поперло, это не собрались. Блин. Или не совсем поняли. Но потом они не приходят, и я хожу там, где поперло. Правильно. Зачем идти туда, где нету? Ну, обычно прет. Большинство прет, конечно, артисту, как у народу-то нужно зрелище. Он без него грустно. Телевизор включишь первый, второй, третий, вторые и все остальные каналы, и лучше их не включать никогда. А тут пришел на концерт, душа отдыхает. И поговорили. Ой, пог- ну, у нас... Во-первых, у меня нет сценария. У меня никогда не бывает сценария. У меня А как же вот это стандартно для татарских концертов? Молодой кажется- человек, который выходит такой... в Не, у костюме, молодого человека нет. Я сама анекдот веду. рассказал Не-не-не-не-не. какой-нибудь старый мужик. Мне кажется, диджей, который ставит минусовки у LC, немножко седой. Так, что за У все? меня вся группа. Вся группа седая. Вся группа. Что играем, что играем? Мы разговариваем, у меня нет сценария, у меня вот полный... У меня записки
Например, уфимские концерты, там 50, 70, 100 записок, это легко. Это по И формату. причем, Во-первых, по формату как удобно. Ты ответил и одну песню спел и уехал. Это На очень все- на удобно. все я 70. реально иногда бывает, что мы там 20 минут, я села там где-нибудь на колонках, сижу, разговариваем, весь зал, мы все вместе разговариваем, подходит гитарист, можно я покурю, а ты много болтаешь, я схожу, сколько ты еще? Это абсолютно норма. А И я- причем записки там не такие, там поздравьте мою. Это у нормальных артистов так бывает. А во сколько лет вы петь начали? А поздравьте мою маму. У меня нет таких записок. У меня там... Жизненные ситуации. Да, мне легко могут написать, у вас любовник есть? Или что? А поехали ко мне ночевать, это нормально. А почему? Потому что у меня нет ручки. Потому что... Номер телефона? Да нет, у меня этот, я сейчас запишу. Только 100 раз подумай. Стоп! Да ладно, ладно, там еще 8 есть. Да, 9 Да. же просто Да, так 9 ходят. просто так А ходят. вообще у меня бабушка Мишарка, она всегда говорила, мужик, хотя бы для запаха, мужик должен быть в каждом доме. Поэтому, Во. поэтому она говорила, не сдержала мужика, молодец, после тебя вон там очередь стоит, молодец, все, иди. Ты благородное дело сделала, другим помогла. Но получается, если ты туда отдала, то оттуда тоже кто-то ушел. Круговорот мужчин в природе. Есть Просто такое, в их приоритете. Я понял. Вас мало. Концерты Ильсиане не только вот просто концерт для всех, это еще психологические тренинги, где помогают женщинам с трудной судьбой. Нет, это на самом деле, я понял, что это- Подожди, почему женщинам? И мужчинам. тоже. Конечно. И Я те, понял. которые ходят и не могут найти вечно вот это вот. Вот и всё. они ищут. Я меня все на концерт. понял, я все понял. Это не тренинги личностного роста. Это открытый стендап-концерт. Ты все понял. О, Вот, да. чум, да, именно. Сейчас я представил себе, который едет в Сургут, говорит, может юмор? И хоп, юмористический У всех же был такой человек, который начинает и все расписывать. Ну, примерно так и происходит. Стендап да. это же не только юмор, это жизненные ситуации. Это в первую, стендап это не всегда смешно, в первую очередь это остро, социально и интересно каждому. Вот. Ой, а потом все вот это начинается там в инстаграмах. Вот зачем вы так сказали? Вот это. То есть у меня такая интересная жизнь. вообще. А Инстаграм как вы ведете? Сама веду. Сама? 172 тысячи подписчиков, по-моему, на сегодня. Каждый день веду. 173 подсказывает там. 174. 174 тысячи подписчиков. Подсказывает, да. О, а Они все мои. продаете Я Инстаграм? могу продать. Смотрите как. Как можно так просто жить? Я уже даже без акцента разговариваю. Я просто удивляюсь. Вот смотрите, там у меня подписчики, они подписываются и матерят меня, и ругают. И не так я крашусь, не так я стою, не то я пою, не то я пишу и так далее. Да я Но б с такой- подписываются? Я бы с таким лицом вообще на улицу не выходила. Да не пой ты, да не выкладывай фотографии. На днях я выложила текст, например, со словами «Я Ольгу Бузову знаю, она меня не знает». И если я к ней зайду и напишу «Ты уродина, не ставь фотографии, ты не певица и не пой больше», интересно, она остановится, нет? Я думаю, вряд ли. Поэтому не буду ей ничего писать, да пускай живет, она, в принципе, ничего плохого мне не делает. И все, и лягу спать. И вот тут вот у меня подписчики разделились на два по IQ. То есть некоторые поняли, о чем я вообще. Там был Такая смысл. мощь, да? Там был и реально смысл в том, что мне все равно, что вы обо мне говорите. Я живу, как живу. А другие Абсолютно начали, зачем вы Ольгу Бузову вот так? Там мог быть Барак Обама, к чертовой матери. Там вообще это просто так вот. Просто Ольга Бузова и ладно на этом. Поэтому столько всего полилось. А вообще рекламу выпускаете? Конечно, Да? я же деньги зарабатываю. Просто интересно. Мы же тут про деньги иногда тоже разговариваем. Сколько стоит пост вот на вашей странице? 10. Можно смело Хотите? поднимать до 20 смело. Надо? Нет? Просто я часто не выкладываю, то есть у меня есть, потому что потом отписываться будут. Я сама не совсем люблю, когда выкладывают. А так вот я могу вас записать. Надо? Очень В мощно. очередь на февраль. Очередь на Вот. февраль 2020 года. И на днях я сижу, думаю, ну вот люди, например, подписываются, потом меня матерят, они же реально волнуются, да? Значит, их Они- беспокоит что-то? Да, беспокоит что-то. Вот для таких людей я решила продать из-за таких людей Инстаграм. То есть у них есть уникальная возможность, они могут собраться
все вот эти люди, которые меня И пойти ненавидят. гулять, Нет, нет, Инстаграм. И купить купить у меня за 10 миллионов мой Инстаграм, и я официально через вашу передачу заявляю, что я больше никогда в жизни не буду регистрироваться в Инстаграме. А 10 миллионов, 10 миллионов, это 10 Потрачу миллионов. на... Зато у них нервы Сыну 16 лет, у него поступать еще нужно, и квартиру ему нужно покупать. Я- А сын остается жить ну, Он или хочет в Питер. В Питер, да? Да. Немножко в депрессивную хочет пожить, да? Он хочет на режиссера и Ильсия, хочет в Питер. это очень Книгу хорошо. подарите. Во-первых, мы желаем вашему сыну успеха. Спасибо. Во-вторых, мы откровенно с Дамиром говорим, что вы необыкновенные. Вы всем так Интересно. говорите? Нет. Нет, тут Мы- правда, это- тут сегодня какое-то волшебство. А Это когда волшебно. спрашивают, вы тоже говорите, нет, нет, только Нет, так не, тебе. вот серьезно, да, абсолютно. Сейчас здесь даже Плашка, они не врут, и вставки из разных передач артисты, когда будет, мы здесь делать. Я сейчас, знаешь что, я вот на протяжении всей передачи, у меня есть список там с татарских артистов всех, кто с кем в российской эстраде совпадает немножко. Там, например, Фирдус Тимаев, это Лепс такой, знаешь, немножко эпатажный, немножко еще что-то. И вот я сейчас всю передачу сижу, думаю, Бузова или Лолита. И к концу передачи пришел к тому, что ни то, ни другое, а что-то вообще это какой-то третий. Вот. Только что же нормально общались. Началось, да, вот у него. Я и говорю, что это третье. У него книги бьют по стороне. Ну, я пытался провести аналогию, но что-то не получилось. Не получилось. А потому нет что таких, потому нет что таких, правильно. Вот о чем и говорю же. Нет, Сразу что вот это подкупило? Что, нервозность началась, ага, что конечно. подкупило? Тут Честность, хороший, да. да. Свобода полная внутри, безбашенность видно. Вообще жизнь прекрасна. И жизнь прекрасна. Видно, что ничего не беспокоит Ильсию лишнего. Зачем нервничать? Долгих лет сценической жизни у нас Я есть... же один раз живу. Правильно. У нас есть книга. Мы называем его «Оракул», который отвечает на многие вопросы. Вот сейчас нужно спросить что-то у книги, связанное, может быть, с 19-м годом, с близлежащими делами. Ага. Получится ли узаконить, там, что-то сделать, не знаю, там, может, кухню в зал перекупить. Купит ли Инстаграм? Купит ли Инстаграм за 10 миллионов? Любой вопрос задаете, страницу и строчку говорите. Подсказки не слушайте, начнем. 7-я страница. 7-я страница. А вопрос-то какой? А, это надо озвучить? Конечно, мы же все... Мы же такие, которые записки передают и говорят, у вас есть любовник? Мы одни из тех, которые интересны. Откровенности. понятно. Откровенность любим. Сколько лет еще в Уфе на мои концерты будут ходить мои любимые зрители? Ох, страница. Тут 7-я. 7-я 7-я страница, 10-я строчка. 7-я страница. Если ненормально, не 10-я. читайте. Члены кандидатов лицея нового заведения, которым самым своим названием поражало публику в России. Ну, типа, Поражать там еще больше- публику Поражать еще публику будет. в России. О, Там еще Да. больше не народу только будет. Уфа, значит, Ахмед. еще больше. Пожалуйста. Вам, Зур Ахмед, такая классная, да? Это вообще шок. Давно таких гостей не было. А то есть это конец уже, все, передачи. Я так понимаю. Мне кажется, мы на пике сегодня. Да, Можно сегодня закрывать прям- нашу передачу. На этом и закончим. 1 февраля молодежный. Театр. ДК молодежный. ДК Да, юбилейный. Юбилейный. молодежный, аграрный вот у, этот меня, филиал. у меня сольный концерт в Уфе, потом 2 УМПО февраля и 3 февраля Дема, Орион. Пам! Что-то оттуда. Спасибо огромное. Всё, спасибо что пришли. большое. Нужно фотографию нам обязательно. Обязательно.